У нас, надо сказать, очень хорошие политические отношения. Так что это, конечно, помогает развитию бизнеса. В 2008 году Франция и Казахстан подписали договор о стратегическом партнерстве, который служит прочной основой для развития наших отношений во всех областях, потому что наши отношения многосторонние. Была идея, что для нас, как для компании, важно было те наработки, которые мы имели и имеем в области IT, в агросекторе, каким-то образом дать фермерам, IT-сообществу, что у нас наработано, поделиться опытом. Да? Вот эта потребность была, но по стечению обстоятельств почему-то так получилось, что именно в это время появились французы, в лице посла Франции, с которым мы искали возможности коллаборации. Да? И вот этот интересный симбиоз наших ожиданий, наших хотелок привело к тому, что мы, в общем-то, сегодня проводим совместную казахстанско-французскую конференцию Агритек в стенах Астаны Хаба, что тоже, на мой взгляд, очень знаменательно. И я думаю, это первая конференция Агритек в Казахстане. Она послужит хорошим стартом для того, чтобы это стало такой большой конференцией, страновой конференцией в области АПК. Unexpected, efficient conference, because in 1 month we really worked together with ITAS and really organized this conference where we are able to have a dialogue between Kazakhstan in terms of agriculture, but as well in terms of AgTech, and the French solution, and to discuss this potential cooperation. It was a big surprise for me because I realized first how Kazakh state is involved into digitalization and is offering really lots of efficient opportunities. And second, the level of maturity of companies here, that is really high, really focused on efficiency and a really good ground for going further. Agri-holding, the banking industry, insurance, as well machinery industry, and the state as well, where we can really provide both like know-how and some technologies that's specific to this. В обществе и в сельскохозяйственном обществе среди фермеров растениеводов уже назрел вопрос, и они уже созрели для того, чтобы внедрять активно у себя Агритек. Я сейчас тоже с интересом ожидаю после обеда сессию, когда нам коллеги из Франции будут рассказывать. Нам очень интересно понять погодные сервисы, долгосрочные прогнозы. Ну и, конечно, очень популярная, очень интересная тема, которая на Западе активно обсуждается, активно развивается, но у нас в Казахстане, к сожалению, об этом мало кто знает. Это карбоновые кредиты, это карбоновые биржи. Технологическая сфера, она большая, и Агритек является одной из такой большой частью. Мы считаем, что в Казахстане потенциал развития Агритека очень большой, поэтому одна из главных сфер, куда мы смотрим, и смотрим проекты, которые в сфере аграрной промышленности, это не только прямое воздействие, может быть, на аграрку, но даже улучшение поиска логистики или людей, кто работает, это тоже может быть давать пользу в сфере Агритека. Корпорации всегда пытаются быть технологичными и ищут правильные решения цифровизации своих бизнес-процессов или улучшения, а стартапы как раз-таки дают эти решения. И вот этот мост, который мы выстраиваем между крупными игроками и маленьким предпринимателем, который придумал крутую идею, является наша площадка. So my name is Ilan Mezia. I'm the head of sales at Connecting Food. It was the first food competence platform. So we are a French company and we are working widely in Europe and now maybe soon in Kazakhstan. I think there is business potential, but more widely, traceability is a subject who widely become more and more important. The final consumer are asking more and more. And when I see how active is Kazakhstan regarding the agriculture, I see obvious synergy we could have together.
First thing, yes, the conference was really great because we were able to know more about Kazakhstan, about your holding Atos, more about the ecosystem of agriculture in Kazakhstan, and it is really, really important to understand your market and your needs. Also, I think we had all great discussions together, so I'm pretty sure we will have good contact and we can keep in touch to continue our discussions. So that's really, really nice. And of course, it seems that you really well explain your needs. And regarding carbon farming or traceability, we can definitely collaborate in the future, and I'm pretty sure we can make great things together. Мы считаем, что современные достижения цифровизации, которые есть, которые доступны, они должны быть одинаково доступны всем. То есть мы за то, чтобы казахстанский фермер в общем и в целом стал более эффективным. Не то, что только для себя, только внутри закрыто. Мы хотим, чтобы любой желающий мог прикоснуться, мог посмотреть, ну и самое главное, мог внедрить и повысить свою эффективность. И мы верим, что из-за цифровизации стоит большое будущее, и это может стать большим важным рычагом в повышении эффективности всего сельскохозяйства страны в целом. Я хотел бы, чтобы следующий год он проходил еще более масштабно, также международно, с привлечением уже не только французской и казахской сторон, но и там наших соседей, американцев, не знаю, там россиян, китайцев. Мы сейчас, первое общение у нас будет с коллегами из Франции, посмотрим их технологические решения, посмотрим, как их можно будет применить у себя, насколько это будет эффективно, да, и в дальнейшем будем смотреть и продолжать масштабировать, внедрять и так далее.